Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами из студии в Вашингтоне Наташа Мозговая. Сегодня в программе. При обстреле в городе Горловка на востоке Украины погибли по меньшей мере 3 человека. Борьба с ИГИЛ. Обама направляет в Ирак еще 450 военнослужащих для тренировки местных сил безопасности. И почему в Чехии нет бездомных собак? Начинаем с новостей из Праги. Шахида, пожалуйста. Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени. В Праге с вами Шахида Якуб. Здравствуйте. Итальянский бизнес поплатится миллионами долларов за европейские санкции против России. Такое заявление сделал Владимир Путин по завершению встречи с премьер-министром Италии Маттео Ренци. В Милане стороны обсудили конфликт в Украине и санкции в отношении России. Маттео Ренци назвал Минские соглашения полярной звездой, за которой нужно следовать. Однако, как отметили комментаторы, полной поддержки за отмену санкций против России он так и не выразил. С подробностями Екатерина Кочкина. Голландский сыр из Татарстана и татарский же Маасдам. На международной выставке «Экспо-2015» в Милане Владимиру Путину и Маттео Ренци показали российский павильон продовольственной безопасности. В своей речи Путин подчеркивал важность российско-итальянских отношений. Россию и Италию связывают самые тесные отношения. История двухсторонних торговых, гуманитарных, культурных контактов насчитывает более 5 столетий. Сегодня Италия является нашим важнейшим торговым партнером в Европе, крупным инвестором в российскую экономику. Итальянские встречи Владимира Путина прошли под знаком конфликта на востоке Украины. Папа Римский, на аудиенцию к которому российский президент по старой привычке опоздал на час, осудил всех, кто разжигает конфликты, и настаивал на соблюдении Минских соглашений. О прекращении огня в Донбассе говорила Маттео Ренци, напоминая, что это главное условие для отмены санкций. Самое главное сегодня – это Минские соглашения, которые должны соблюдаться. Они для нас главная точка отсчета. Поэтому, когда соглашения будут полностью соблюдены, трудности между нами, напряженность, санкции и контрсанкции перестанут быть проблемой. Все зависит от Минских соглашений. Эксперты полагают, что встреча не увенчалась для Владимира Путина успехом. Если целью поездки Путина в Италию было создать шоу для россиян, то это был большой успех. Но если же целью был разорвать западное единство по вопросу о санкциях, то это был полный провал. То было ясно из комментариев премьер-министра Италии Маттео Ренци. Итальянское турне Владимира Путина всего лишь 3-й официальный визит российского президента в страну Евросоюза с момента аннексии Крыма. До этого Путин посещал Австрию и Венгрию. Екатерина Кочкина, «Настоящее время». Россия и Египет начали первые в истории двусторонние морские учения. По данным Минобороны России, во время учений под названием «Мост дружбы-2015» моряки отработают маневры по организации противовоздушной обороны, поиску, спасению и буксировке потерпевшего бедствие корабля и передачу грузов с вертолета на палубу. Город Горловка на востоке Украины в очередной раз был обстрелян. Напомню, что Горловка контролируется формированиями непризнанной ДНР. Под обстрел, который шел, по некоторым данным, из танков, попали местные жители. Сообщается о 3 погибших, ранены 2 детей. Я видел, как это все прилетело, я слышал, как это все падало. Полный двор детей живет. И вот такое происходит. И такое происходит постоянно. Постоянно. Уничтожая инфраструктуру, то есть вот тут как котельная, побили котельную, заодно побили и дом. Вот так, заодно называется. В еще одном городе на передовой Марьинке, за которой шли бои несколько дней назад, жители постепенно разбирают завалы после артобстрелов. Электроснабжение в городе удалось восстановить. В Марьинке побывал корреспондент украинской редакции «Радио Свобода» и поговорил с жителями. А вот этот дом, вон, это, хорошо женщина в кухне была, так это, привалила ее, так еле-еле вылезла. Ну вот, это где-то так, если. Так, где-то 150 будет, или 120. Это же запрещенное получается, по Минским соглашениям. А что ты им скажешь? «Сделай сам». Украинские ученые совместно с волонтерами разрабатывают необходимые для военных средства защиты, медикаменты и жгуты. Главная задача, чтобы они были дешевле и качественнее своих зарубежных аналогов. В научных лабораториях побывала Ирина Любич.
Под потолком фрески известных ученых и лепнина. Далее холодные коридоры и помещения, похожие на бункер. После Второй мировой здесь проводили ядерные исследования. Сегодня на том же оборудовании производят повязки для бойцов в зоне конфликта. Повязка представляет собой такой пакетик. В нем содержится стерильный этот материал, называемый радиационно шитый гидрогель. Когда мы этот пакетик открываем, разрываем, вот он имеет такой вид такого холодца мокренького. Он на 90% состоит из воды. Он изолирует рану от пыли, грязи, что в полевых условиях очень важно, чтобы инфекция туда не проникала. Также повязка эффективна при ожогах, ведь моментально охлаждает поврежденный участок кожи. Важно, что губка не прилипает к ране. К тому же, обработанная радиацией, она вовсе безвредна и не вызывает аллергии. Жидкие лекарства можно лить прямо на повязку. Сквозь гидрогель они проникнут к ране. Медленно пропуская воду, но не пропуская быстро воздух, этот же материал параллельно может использоваться для так называемого открытого пневмоторакса. Это открытая рана грудной клетки, когда есть риск попадания воздуха внутрь грудной клетки, а падение легких – это очень опасная рана, и нужно загерметизировать эту дырку. Для того, чтобы запустить производство на полную мощность, надо полгода и 1,5 миллиона гривен. А чтобы получить одобрение Минздрава, еще минимум год, рассказывают ученые. Производители украинского жгута турникета «Сечь» уже получили лицензию на свой продукт. Рассказывают, он даже лучше заграничных. Этот турникет – аналог американских кровоостанавливающих жгутов, но стоит в 3 раза дешевле. Кроме того, он надежный и простой в применении. Сразу в нескольких городах украинцы изготавливают и собственный аналог Целокса, американского кровоостанавливающего препарата. Новая разработка украинских фармацевтов дешевле в 10-20 раз. Объединяет всех разработчиков одно – работают они исключительно за деньги волонтеров. В Киеве находится посол США в ООН Саманта Пауэр. Наташа, что ожидается от этого визита? Спасибо, Шахида. Постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр встретилась с президентом Петром Порошенко, посетила Майдан Незалежности в центре Киева, чтобы почтить память демонстрантов, погибших там во время акций протеста 2013-2014 годов. И сегодня она выступила в Октябрьском дворце, который был пристанищем тысяч активистов Майдана. Пауэр напомнила, что конфликт в Украине был искусственно создан Россией, и повторила посыл Большой Семерки о том, что если Россия продолжит игнорировать суверенитет и принцип территориальной целостности Украины и нарушать условия Минских соглашений, то цена, которую она заплатит, будет расти. Пауэр также отметила, что в мировой дискуссии о попытках Москвы навязать свою волю Украине очень часто говорят о крупных игроках – Восток против Запада, Евразийский союз против Евросоюза, забывая при этом о роли самих украинцев в определении их собственного будущего. Власти США и Украины продолжают тесные контакты. Вице-президент Джо Байден встретился вчера в Белом доме с премьер-министром Украины Арсением Яценюком. Байден подчеркнул решимость США и партнеров по Большой Семерке по-прежнему оказывать давление на Россию, добиваясь полного выполнения Минских соглашений, в том числе возвращения территорий, захваченных сепаратистами, под контроль Киева и вывода всех российских войск и вооружений с территории Украины. Европа продолжает пересматривать отношения с Россией. Европарламент проголосовал сегодня по резолюции о военно-стратегической ситуации в бассейне Черного моря после незаконного присоединения Крыма к России. Депутаты считают, что любое изменение в отношениях с Москвой следует увязывать с изменением российской политики относительно Украины, выполнением Минских соглашений, а также возвращением Крыма. Вчера была утверждена резолюция с призывом больше не считать Россию стратегическим партнером Брюсселя. Изменению позиции Европы был посвящен недавний опрос исследовательского центра Pew, на вашингтонской презентации которого побывал наш корреспондент Вадим Оленичев. Опрос Вашингтонского центра Pew проводился в России, Украине, США, Канаде и 6 государствах Европы, входящих в НАТО – Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии и Польше. Как выяснилось, взгляды рядовых граждан резко отличаются в зависимости от страны проживания. Например, 70% поляков считают Россию реальной военной угрозой для Польши. Но среди их соседей, немцев, лишь 38% выступают за то, чтобы защищать Польшу или любого другого субъекта НАТО военными средствами. Тем более, что пресловутая статья номер 5 Устава НАТО гласит, что военная сила в случае агрессии против субъекта организации должна применяться только при абсолютной необходимости.
Иначе говоря, статья вовсе не означает немедленных ответных военных действий со стороны Альянса. Проблема в том, смогут ли руководители наших стран уладить разногласия среди своих собственных граждан. Для Германии это значит устранить разногласия между восточным и западными немцами. То же самое и у нас в Америке, где республиканцы выступают за гораздо более радикальные меры. Так что нам тоже предстоит работа внутри страны, а уж потом лидеры двух ведущих государств НАТО должны уладить противоречия между собой. Судя по всему, Россия искусно пользуется этими разногласиями и держит западные державы в состоянии перманентной неопределенности. Тем более, что Москве не нужно ни с кем советоваться. Вот и возникает своеобразное промежуточное состояние, которое не является ни миром, ни войной. А вот кто считает, что все идет как нужно, так это жители Российской Федерации. Международную политику Кремля и лично президента Путина однозначно одобряет беспрецедентное число россиян – 88%. При этом имидж США является позитивным всего у 15%. Всего 2 года назад этот показатель составлял 51%. Такое резкое охлаждение симпатий жителей России к западным державам аналитики объясняют тем, что ровно половина россиян, 50%, считает Запад главным виновником того, что происходит в Украине. Вице-президент германского фонда имени Маршалла Иван Вейвода в интервью сербской службе «Голоса Америки» так прокомментировал эти данные. Я думаю, что люди запутались. Причиной тому огромные потоки российской пропаганды, или, как сейчас это принято называть, гибридная война. И я думаю, что власти Германии и других европейских стран, государств-членов НАТО, должны более четко объяснить своим народам, что же на самом деле происходит. А именно, посягательство на территорию суверенной страны, аннексия Крыма, которое уже произошло, абсолютно неприемлемо в современной Европе. В этом одна из причин того, что, например, в Германии отмечено резкое охлаждение отношения к России. Но в военных акциях большинство немцев тоже не видит смысла. Они считают, что это будет краткосрочная попытка разрешить долговременный кризис. По мнению европейских лидеров, Россия теперь представляет для их континента, как было сказано, экзистенциальную угрозу. В этой связи европейцам следует быть более решительными. Однако, уточняют аналитики, степень мужественности лидеров стран Европы не должна измеряться их готовностью начать войну. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. В настоящее время Вашингтон. Несмотря на напряженную обстановку, госсекретарь США Джон Керри поздравил россиян с национальным праздником – Днем России, который отмечается в пятницу. Керри пожелал американскому и российскому народам мирного, процветающего и демократического будущего. Ну и, кстати, отметил, что в этом году исполняется 90 лет со дня путешествия Владимира Маяковского по Соединенным Штатам, которое было увековечено в его произведении «Мое открытие Америки». Спустя год после начала военной кампании США и союзников в Ираке и Сирии против группировки «Исламское государство», Вашингтон объявил, что отправляет в Ирак еще 450 военнослужащих для тренировки местных сил безопасности. Таким образом, общая численность американского контингента в Ираке после пополнения составит порядка 3500 военнослужащих. Подробнее Алексей Березин. Объявление администрации о новых планах отправки военнослужащих и оборудования в Ирак на базу Аль-Такадам в провинции Анбар было сделано на фоне попыток Ирака отбить у боевиков город Рамади, столицу провинции. После падения Рамади многие стали задаваться вопросом об эффективности американской стратегии в Ираке. Как заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, решение о пополнении было сделано после запроса иракского правительства и отражает потребности Ирака, США и партнеров по коалиции для эффективной реакции на действия террористов. Мы по-прежнему уверены, что усилия по увеличению возможностей иракских сил безопасности зачислять на военную службу суннитских боевиков, организуя их в мобилизационные отряды под командованием иракского центрального правительства, являются эффективной тактикой против группировки «Исламское государство» в провинции Анбар. Важность привлечения суннитов для помощи иракскому правительству во время встречи Большой Семерки отметил и президент США Барак Обама. У нас нет конечной стратегии. Нужно заручиться обязательствами со стороны Ирака по поводу того, как будет проводиться набор на военную службу и обучение. Спикер Палаты представителей Джон Бейнер одобрительно высказался о решении администрации. Это шаг в правильном направлении. С учетом грядущего пополнения, новый контингент США в Ираке будет насчитывать порядка 3500 военнослужащих, что в 47 раз меньше, чем на пике активности во время иракской кампании. Администрация США по-прежнему воздерживается от масштабной отправки военнослужащих для проведения наземных операций. Между тем, Госдепартамент США подтвердил факт первой смерти американского гражданина в Сирии, одного из волонтеров, которые воюют там на стороне курдов. Кит Брумфилд, доброволец из штата Массачусетс, который, начиная с февраля прошлого года, воевал против Исламского государства, погиб 3 июня в деревне Кунетра. Ранее сообщалось о гибели граждан Великобритании, Австралии и Германии, которые также воевали на стороне курдов в качестве добровольцев.
Из Ближнего Востока в страны Балтии у наших коллег тоже военная тема. Спасибо, Наташа. Военные НАТО приступили к маневрам на территории Литвы, Латвии и Эстонии. Учения также пройдут на территории Польши. Согласно плану командования Североатлантического альянса, более 6 тысяч солдат должны отработать оборону на случай внезапной агрессии условного противника у восточных рубежей Европы. Грузинская армия, перешедшая на натовские стандарты, внешне уже мало чем отличается от военных формирований стран-членов Альянса. Схожесть в обмундировании, техническом оснащении, вооружении – это требования руководства НАТО. А вот насколько общие нормы распространены и на питание военнослужащих Грузии, выяснял наш корреспондент Зураб Двали. Грузинская армия сегодня при помощи западных партнеров формируется по европейским стандартам. Поэтому и условия службы личного состава под особым и тщательным контролем. Голодный солдат – плохой воин. Уверены те, кто составляют ежедневный рацион для личного состава этой воинской части. В отличие от армии советского образца, здесь за одним столом сидят и рядовые, и офицеры. Еда готовится одна на всех, а качество пищи находится под серьезным контролем и соответствует четко расписанным стандартам. Я был недавно в Афганистане на американской и европейской военных базах. Могу заверить вас, что по качеству пищи мы не только не уступаем, а по некоторым компонентам даже превосходим натовские стандарты. Итак, сегодняшнее меню. Макароны в масле, лобио или фасоль, рисовый суп, свиное жаркое, 2 вида салата, а также конфеты с печеньем на десерт. Лимонад, минералка, хлеб на каждом столе в неограниченном количестве. Порция довольно условная, а добавка в порядке вещей, никаких ограничений. Это у нас шашлык. Шашлык? Ну, шашлык в грузинской армии, потрясающе. Натовский образец. Шашлык по-кавказски и лобио, популярное грузинское блюдо. Интересно, что со слов местного капеллана, повара готовят и постную еду, идя навстречу военнослужащим, соблюдающим религиозные традиции. Выбор есть для всех. Тех, кто предпочитает мясные блюда и кому больше нравятся овощи. Я довольна тем, как нас тут кормят. Зураб Двали, Гога Чконя и Давид Симонишвили специально для программы «Настоящее время». Ежегодные соревнования телохранителей проходят в эти дни во Львове. Подробности в репортаже Алены Островской. Люди на улицах Львова торжественно встречают высокопоставленного гостя. Политик идет в сопровождении 3 охранников. Из толпы выскакивает мужчина с ножом, но уже через мгновение он на земле. Эта инсценировка – часть 18-го ежегодного чемпионата по многоборью телохранителей. В соревнованиях принимают участие 2 десятка команд, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов из Украины, Белоруссии, Молдавии, Болгарии и Румынии. Эти мужчины и женщины – профессионалы. Вне чемпионата они отвечают за жизни ведущих политиков. Виктория служит в спецподразделении «Титан» Управления государственной охраны Украины. Страх есть у всех. Страх есть у всех. Это здоровое человеческое чувство. Надо его просто контролировать. Люди, которые выбирают эту профессию, знают, на что идут. Участники соревнуются в мастерстве рукопашного боя, стрельбе и, конечно, умении защитить своего подопечного в самой непредсказуемой ситуации – при передвижении пешком или на автомобиле. Личные охранники должны обладать молниеносной реакцией и сохранять хладнокровие в любых обстоятельствах. Команда Государственной службы охраны Украины одержала победу над соперниками. Новые подробности коррупционного скандала ФИФА. Наташа, слово вам. Все официальные лица, причастные к финансовым нарушениям ФИФА, должны быть уволены, а решения, связанные с коррупционной или криминальной деятельностью, должны быть пересмотрены, говорится в резолюции, принятой сегодня депутатами Европарламента. В документе указано, что если будет установлено, что Катар и Россия получили права на чемпионаты благодаря коррупционным схемам, то их следует лишить этого права. Между тем, в связи с обвинениями ФИФА в коррупции, процесс подачи и рассмотрения заявок на проведение чемпионата мира 2026 года приостановлен. Подробности у Генри Риджвелла. Из-за коррупционного скандала, повлиявшего на решение о выборе организаторов чемпионатов 2018 и 2022 годов, ФИФА объявила, что начало процесса подачи и рассмотрения заявок на проведение Мундиаля 2026 откладывается. В соответствии с правилами ротации, в 2026 году чемпионат должен пройти на американском континенте, причем США считаются главным претендентом. Решение отложить начало процесса рассмотрения заявок представляется вполне логичным, считает Мартин Липтон из британской газеты «Сан».
Если чемпионат 2022 года решат провести в другом месте, тогда в соответствии с правилами ротации изменится список потенциальных кандидатов на организацию турнира в 2026 году. По словам Липтона, довольно сжатые сроки означают, что, несмотря на обвинения в коррупции, решения о проведении чемпионата в России вряд ли будут пересматривать. Тем временем российский министр спорта Виталий Мутко такие обвинения отвергает. Мы действовали в соответствии с правилами, которые существовали в тот момент. Если что-то произошло, об этом бы стало известно в течение 2 или 3 лет. Меньше определенности в том, что касается проведения Мундиаля 2022 в Катаре. Министр иностранных дел Катара Халид бин Мохаммед Аль-Атия отверг обвинения в подкупе спортивных чиновников и обвинил соперников в предвзятости по отношению к арабам. Катар также критикует за то, что власти не уделяют должного внимания безопасности рабочих, строящих спортивные объекты для чемпионата. По прогнозам Международной конфедерации профсоюзов, до 4000 работающих там мигрантов могут не дожить до 2022 года. Власти Катара заявили, что ими приглашены инспекторы и что они строят новые объекты для размещения работников. Однако обвинения в коррупции говорят о том, что грандиозные проекты строительства стоят огромных денег и множество человеческих жизней. Другая тема. В июне в США проходит так называемый месяц гордости, когда представители ЛГБТ-сообщества отмечают успехи, которые были ими достигнуты на протяжении развития американского общества. Пентагон не остался в стороне. Глава Министерства обороны Эштон Картер выступил с исторической речью. Подробности в репортаже. 4 года спустя после отмены «Не спрашивай, не говори», после долгих лет, когда военнослужащие геи были вынуждены скрывать, кем они являются, сегодня мы гордимся тем, что они могут служить своей стране и делать это открыто. Дебаты об отмене запрета на службу в армии гомосексуалов, мягко говоря, вызвали значительный интерес в последние несколько дней. Политика «Не спрашивай, не говори» была принята в 1994 году администрацией Клинтона. В рамках этой политики в вооруженных силах США воспрещалось задавать вопросы о сексуальной ориентации, однако военнослужащим также запрещалось раскрывать ориентацию. В случае, если командование получало информацию о том, что военнослужащий гей, он мог быть уволен. Однако ситуация изменилась. Здесь, в Пентагоне, в прошлом и в настоящем мы сохраняем приверженность политике, которая защищает семьи и супругов военных с тем, чтобы они могли получать полные льготы, заработанные их любимыми. Выступление Картера состоялось через день после того, как Американская медицинская ассоциация сообщила, что медицинских показаний, по которым трансгендеры не могут служить в армии, нет. К тому же, добавил глава Пентагона, это просто хорошая оборонная политика. Молодые американцы сегодня намного более открыты и толерантны, чем прошлые поколения. И сегодня мы должны привлекать лучших из лучших. И если мы хотим, чтобы они внесли свой вклад в миссию национальной обороны, нам самим стоит стать более открытыми и толерантными. Это единственный путь, позволяющий конкурировать в 21 веке. В то время как Министерство обороны все еще может уволить трансгендера, в армии и флоте уже введены соответствующие правила, затрудняющие принятие подобных решений. Вооруженные силы США стремятся учитывать позицию общества по отношению к меньшинствам. ЛГБТ-сообщество уже давно призывает защитить его от дискриминации. По всей видимости, Пентагон услышал этот призыв. Из темы прав человека на тему прав братьев меньших. Московские защитники прав животных озаботились судьбой бездомных собак. Прага, пожалуйста. Стерилизации да, убийству нет. В Москве защитники животных обвиняют чиновников в сотрудничестве с мародерами и краже бюджетных средств, выделенных государством на нужды бездомных животных. В России огромное количество собак и кошек оказываются на улице. Однако из всех способов решения проблемы российские власти чаще всего выбирают убийство. Несмотря на то, что массовый отстрел животных запрещен, почти везде он заменен массовым отравлением. Зоозащитники предлагают властям сотрудничество и собирают подписи на принятие федерального закона, регулирующего отношения человека с животными. А в Европе проблему бездомных животных решают не с помощью массовых убийств. В первую очередь проводят работу с людьми. Собака не только друг, но и ответственность. Почему на чешских улицах нет бродячих собак, выясняла Дарья Соловьева. Стаи собак на улицах российских городов – зрелище привычное. Только в Москве насчитывают по разным оценкам до 100 тысяч бездомных собак. Вроде бы и приюты кое-как, но работают, и службы отлова существуют, а собак меньше не становится. Тем более удивляются российские туристы, попадая в Европу. В Чехии на человека приходится 2 собаки.
При этом здесь просто нет бездомных животных. Потерянная собака в Чехии – настоящая катастрофа. Отловом бездомных и потерявшихся животных в Праге занимается полиция. Сегодня повезло этому бульдогу. Радек Богдан приехал по звонку местных жителей. О бездомных собаках здесь мгновенно сообщают в полицию. Собака без хозяина – здесь это ненормально. Большую часть привезенных нами животных в течение суток забирают их хозяева. Пойманный пес отправляется в местный приют для животных. Сейчас это дом для 120 собак, павлинов, свиньи и 2 овец. Они тоже от кого-то убежали. Здешним условиям позавидовали бы многие домашние псы. Просторные вольеры и качественный корм. В первую очередь деньги мы получаем от администрации. Также у приюта есть спонсоры, которые помогают с кормом и лекарствами. У нас не бывает такого, что собакам нечего есть. Большую часть этих собак вернут хозяевам благодаря чипам, которые обязаны иметь все чешские питомцы. Случаются и среди наших русскоговорящих, к сожалению, клиентов чаще. Если меняются как-то жизненные обстоятельства, они готовы скорее решать с помощью усыплений. Тут это запрещено. Тут есть закон о охране животных, который достаточно четко контролируется государственными структурами. Во многих европейских странах решать проблему бездомных животных начали с человека. Собака не только друг, но и ответственность, в том числе материальная. За собак платят налоги от 50 до $600 в год. Обязательно чипирование собаки – $30. А если хозяин решит избавиться от животного, его ждет штраф от 100 до 25 тысяч. Брать собаку из приюта в Европе – обычная практика. Мы не хотели дорогую собаку, поэтому решили, что если брать, то из приюта. У нас уже был опыт с собакой из приюта, с ней не было никаких проблем. Собака была здорова и хорошо воспитана. Вместе с собакой хозяева получают бонусы. Бесплатное чипирование, освобождение от уплаты налога за собаку на 2 года и социализированное животное, которое потом не захочется выбросить на улицу. Дарья Соловьева, Дарья Кудрявцева. Настоящее время. У наших коллег в Вашингтоне тема о культуре. Наташа, эфир ваш. Да, каждое лето киностудии США выпускают на экраны крупнобюджетные фильмы с самым звездным составом. Летние блокбастеры – востребованный продукт, и доход от продаж билетов как в США, так и за рубежом зачастую достигает $1 миллиардов. Судя по всему, лето 2015-го не станет исключением. Фильм об акулах «Челюсти», показанный 40 лет назад, можно считать одним из первых успешных воплощений формулы «Лето плюс блокбастер». Режиссер Стивен Спилберг хорошо напугал собиравшихся в отпуск американцев. И «Челюсти» принесли прокатчикам $500 миллиона, став самым кассовым кино того лета. «Мстители» или «Разлом Сан-Андреас». Цунами проданных билетов в США и по всему миру собрало намного больше денег, чем те несколько сотен миллионов долларов, потраченных на создание этих картин. Кинопроизводители еще раз убедились, что тема спасения человечества всегда актуальна. В фильме «Разлом Сан-Андреас» сильное землетрясение угрожает планете, и герой Дуэйна Джонсона, пилот вертолета, борется за спасение дочери. Ну а слабый сценарий спасают впечатляющие спецэффекты. Результат налицо. В первую же неделю проката фильм собрал более $50 миллионов. Блокбастер киностудии Marvel «Мстители. Эра Альтрона» стоимостью $250 миллионов уже принес создателям в мировом прокате более $500 миллиона. Фильмы-катастрофы находят отклик у самых разных зрителей, что дает студиям возможность привлекать таких звезд, как Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон и Крис Хемсворт. Для поклонников кинофраншизы Спилберга о динозаврах сняли новую часть парка юрского периода. Еще более страшный и кровожадный T-Rex снова готов крушить и топтать все на своем пути. Фильм был снят за $150 миллионов. А какой будет доход? Пока прогнозы самые радужные. Мегазвезды с годами не утрачивают преданности поклонников. Том Круз возвращается в невыполнимые миссии с привычными нам уже заданиями. «Новый агент» уже 5-й в серии картин, ставший международным бестселлером. Остается пожелать нам всем, чтобы войны и катаклизмы оставались только на экране. На этом наша программа подошла к концу. Спасибо, что были с нами. До встречи.
Мы благодарим коллег в Вашингтоне, всех наших зрителей. Смотрите «Настоящее время» в эфире своих национальных телеканалов. Я Шахида Якуб. Всего доброго. До свидания.